Иван Андреевич тоже воевал на фронте. Он был минометчиком и не раз приходил на выручку бойцам. О нем даже писали во фронтовой газете. К сожалению, дедушка погиб в 43-м году. Долго мы не знали, где его могила, только письма к его любимой жене Павлине, которую он ласково называл Паша, напоминали о нем. Здравствуйте, многоуважаемая, дорогая моя семья. Шлю привет я вам с фронта. Целую и обнимаю заочно самых близких и дорогих моих. Милую Пашу, о которой нет ни одной минутки в жизни, чтобы я не думал. Целую Броню, Галю, Розу, Тому, Тосю и Шуру. Дорогая моя семья, у меня сегодня был особо выдающийся день и ночь. Сегодня мы дали фрицам такую баню, что они потеряли сотню убитых и раненых, а мы заняли выгодные рубежи. Одним словом, день памятный. Но каждую короткую передышку между боями дедушка вспоминал свою семью и старался прислать весточку с фронта или даже стихи. У меня, конечно, часто все бываете на уме. За ваши пожелания меня не берет ни пуля, ни шрапнель. Моей шинельке досталось крепко. Много на ней оказалось преждевременных дырок, а тело мое, как бронь, ни одна фашистская граната не касается. Мне верить хочется среди огня, что ты со мной присутствуешь незримо, своей любовью бережешь. Пускай в боях проходят дни и ночи, не сдам, сумею все перенести. И обо мне ты не тревожься очень, о детях думай, береги, расти. Опять весна над русскими полями, ты писем ждешь, недели торопя. Их много с фронтовыми штемпелями скопилось за 2 года у тебя. Паша, на самом деле, я сегодня вас видел во сне. И главное, сам был дома. Прошел по городу, проверил. Мне очень понравилось твое руководство. И снова распростился с вами. Да, есть. Дорогая семья, я знаю, что вам очень трудно жить, но что поделаешь? Близки те дни, когда мы снова с вами встретимся. Врага начинают бить со всех сторон. Победа близка.